Барсук – хорошо известный и узнаваемое животное, популярный герой детских книжек и мультиков, добрый уволень в нарядной шубе с полосатой мордой и умными глазами. Барсуки – это достаточно крупные животные, которые являются представителями семейства куньих. Им необходимы сухие, хорошо дренированные участки, расположенные рядом с водоемами или болотистыми низинами, где можно найти много корма. Для барсука характерен очень узнаваемый внешний вид, благодаря чему спутать его с каким-либо другим животным очень сложно. В длину взрослый барсук достигает от 60 до 90 см, длина его хвоста составляет 20-24 см, вес до 24 кг, а перед спячкой он возрастает до 34 кг. Туловище массивной, своеобразной формы, которое напоминает направленный вперед клин, с резко суженной, вытянутой, тонкой мордой. Шея очень короткая, и ее почти не видно. Конечности также короткие, крупные, пальцы оканчиваются длинными, тупыми когтями, хорошо приспособленные для рытья. Мех у барсука грубый, спинка и бока буровато-серого цвета, снизу тело черное. Морда барсуков украшена двумя темными полосками, которые тянутся от носа до ушей. Половой диморфизм для барсуков не характерен. Самки и самцы этого вида внешне выглядят одинаково. Живет барсук в природе 10-12 лет. Для того, чтобы отпугнуть своего противника, барсуки обычно распыляют пахучую жидкость из своих желез. Они могут прогнать сравнительно крупных млекопитающих, таких как волк или медведь. Барсук – очень жизнерадостное животное. Миф о том, что он вечно без настроения, абсолютно не оправдан. Барсук обожает играть со своими собратьями. Барсуки являются всеядными животными, но в их рационе преобладает животная пища. Это мышевидные грызуны, лягушки, ящерицы, птицы и их яйца, насекомые и их личинки, моллюски и дождевые черви. Кроме того, барсуки едят грибы, ягоды, орехи и траву. Барсуки не имеют хорошего зрения, его компенсируют сильное обоняние и слух. По большей части обитает барсук дома, в норе. Его жилище очень чистое и уютное. Эти звери очень чистоплотны. Время от времени они устраивают генеральную уборку в своих норах, выволакивая наружу старые подстилки и все остальное. Живут барсуки в глубоких норках, вырытых ими на склонах холмов или оврагов. Они очень привязаны к местности, на которой живут, и даже могут передавать свои норки из поколения в поколение. Старый барсучье городище является сложным многоярусным подземным сооружением с 50 отверстиями для входа и вентиляции. В нем есть длинные 5-10-метровые туннели, которые ведут в 2-3 большие гнездовые камеры. Последние располагают под защитой водоупорных слоев на глубине около 5 метров, чтобы в них не просачивались дождевые и грунтовые воды и выстилают сухой подстилкой. У одиночных особей норы простые, оборудованные одним входом и гнездовой камерой. Кроме того, норы барсуков становятся прибежищем для лис, енотовидных собак и других видов животных, в которых они укрываются от непогоды, опасностей и с целью размножения. Уклад семьи барсука может существовать как самостоятельно, так и соседствовать с другими. Иногда в одной норе можно встретить 2-3 семейства, и, между прочим, в такой коммуналке все живут достаточно дружно. Увидеть барсука – дело непростое, а все потому, что это животное ведет ночной образ жизни и все светлое время суток предпочитает проводить в своей норе. Утром их можно наблюдать примерно до 8 часов, вечером начиная с 17-18 часов. Барсук выбирает себе пару, с которой живет всю свою жизнь. Барсук способен бегать со скоростью почти 30 км в час. Польза барсука для человека заключается в том, что в его рацион входят беспозвоночные вредители лесного и сельского хозяйства, например, личинки майского жука. Барсуки не агрессивны в отношении хищников и людей. Обычно они склонны прятаться в норах, но злой барсук будет бить носом и кусать своего обидчика, прежде чем убежать. В заключение хочется добавить, что такого интересного зверя, как барсука, можно отнести к неутомимым преобразователям природы дикого животного мира. Огромные норы-города, которые устраивают барсуки, сильно влияют на состояние почвы и всех ее обитателей. В тех местах, где обитает барсук, могут возникнуть даже новые виды растений, ранее там не произраставших. К тому же нельзя оставаться равнодушным к этому очаровательному зверьку, внешность которого вызывает улыбку, восторг и умиление.